Как известная скульптура Веры Мухиной «Рабочие колхозницы» связана с нашей республикой. Мало кто знает, что для Всемирной выставки в Париже над ее конструкцией работал инженер Николай Морозов из коми села Межадр. Наша съемочная группа встретилась у входа на ВДНХ с его сыном, историком Борисом Морозовым. Елена Красильникова передает из Москвы. Скульптура Веры Мухиной «Рабочие колхозницы» без сомнения один из главных символов СССР и официальная эмблема Мосфильма. Произведение воплощало идею побеждающего труда и вечного нерушимого союза пролетариата и крестьянства. Памятник монументального искусства был создан для Всемирной выставки в Париже 1937 года. Говорят, что французы приходили любоваться скульптурой по несколько раз в день. На восходе она была розовой, днем серебристой, а на закате золотой. Парижане даже собирали деньги, чтобы купить скульптуру у Советского Союза, но получили категорический отказ от руководства нашей страны. Одним из тех, кто монтировал скульптуру в Париже, был наш земляк, уроженец села Межадр Николай Морозов. Инженеру-строителю, будущему лауреату Сталинской премии было тогда 25 лет. Возле этой скульптуры мы договорились встретиться с сыном Морозова Борисом Николаевичем. Борис Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Привезли вам в Москву северный мороз. Ну, зато солнце. Но наверняка в вашей семье очень много историй и легенд связано вот с этой скульптурой. Ну, в общем, да, вот, так сказать, даже не сколько самой скульптуры, сколько вот папа ездил в Париж, какие-то сувениры привез, они все-таки как-то вот сохранились там во время войны, поэтому вот с детства мы играли. Карта Парижа 1937 года затерта до дыр. Еще в семье сохранились открытки, пропуск в люкс-отель и фотоаппарат «Кодек». Коллекцию пластинок у отца отобрали на таможне в Германии. Зато молодой инженер вернулся из Франции с обновленным гардеробом. Парижский костюм, галстуки парижские были. Вот они были еще 70-е годы, потом вот куда-то, ну вот, исчезли, к сожалению, вот как это так вот бывает. Шляпа была парижская. Рассказывал отец и о том, как они, молодые инженеры, до выезда в Париж продумывали конструкцию рабочего и колхозницы. На 3 месяца их в буквальном смысле посадили под замок на заводе «Цни-Имаж». Там листы из специальной стали отбивали на деревянных моделях. Часто затворников навещала Вера Мухина. Мухина, он про нее тоже, конечно, вспоминал, что она их опекала, приносила им пирожные туда. Она знала, что молодые ребята сидят вот в заперти. Когда скульптуру собрали, на завод приезжал Сталин. Николай Морозов был свидетелем этого события. После конструкцию разобрали и отправили в Париж отдельным поездом. Там 4 месяца, кажется, был там. Ну, интересно, так сказать. Но работа, это работа очень напряженная. Он прямо там наверху с этими рабочими. Там были и, кажется, были и привезли из Москвы, эти советские рабочие были, и, по-моему, французов тоже все-таки нанимали каких-то. Ну, прекрасное, так сказать, время. В мае 1937 года конструкция «Рабочая колхозница» украсила выставочный павильон Советского Союза. 25 метров, собственно, скульптура и 33 метра постамент. Кстати, на выставке советский павильон получил гран-при. Борис Морозов потом ездил в Париж по папиным местам. Там остались, ну вот некоторые, ну такие вот, ну он не очень такой заметный, но остались 1937 года такие сооружения. Вот за Эйфелевой башней там вот такие корпуса. О том, как после Парижа сложилась жизнь нашего земляка из села Межадр Николая Морозова, смотрите в репортерской истории 26 апреля в 20:15.